Визит в наш город заместителя премьер-министра Салавата Сагитова носил рабочий характер, и начался он с посещения здания Сибайской государственной филармонии, пострадавшей от пожара в 2015 году. Огонь, который тушили более 12 часов, уничтожил практически все. Между тем, здание являлось единственным в городе сооружением, способным вместить большое количество народа. Филармония была местом досуга для сибайцев и местом, где проводились самые грандиозные культурные мероприятия. Задача, которая стоит сегодня перед администрацией города, перед Министерством культуры, перед правительством, это, конечно, восстановление Сибайской филармонии. То, что мы видели, к сожалению, вот такой случай произошел, пожар, слава богу, без жертв тогда обошлось, да, разработан новый проект, сегодня это в процессе, и я думаю, что к столетию республики для сибайцев, опять же таки, будет очень хороший подарок. Это уже будет обновленная филармония с еще большим залом, с новой техникой, и, в принципе, там, если снаружи будет, может быть, выглядеть точно так же, то внутри, конечно, предполагается все другое, и я думаю, что вот к столетию республики, к 2019 году, мы обязаны этот вопрос сделать. Глава республики Рустам Закич перед нами эту задачу поставил. Обновленное здание филармонии обещает стать еще лучше, чем прежде. Повысится не только его вместимость, но и функциональность. В первую очередь, это реконструкция фасада, реставрация фасада существующего здания. А внутренняя планировка полностью меняется. От существующего здания останутся только наружные стены. Внутри все объемы демонтируются. Используются существующие декоративные элементы. И, исходя из них, создается новая планировка. Если до этого филармония была на 350 мест и, во-вторых, не отвечала пожарным планировочным нормам, по проекту предполагается зал на 500 мест с полноценной колосниковой системой, с кругом диаметром 9 метров, полноценным обеспечением технологическим по всем современным нормам. И главным образом это пожарная безопасность, автоматическая система пожаротушения, дренчерная, спринклерная система. По проекту в новом здании предусмотрены артистические уборные, мастерские, студия звукозаписи, административное помещение, буфет на 38 посадочных мест, танцевальный зал, камерный зал вместимостью 95 мест, кладовые, санитарно-бытовые и технические помещения. Для связи между мастерскими и кладовыми предусмотрен грузовой подъемник. Проект предусматривает воссоздание архитектурно-планировочной структуры памятника по результатам комплексных научных исследований. В списке других объектов, которые посетил заместитель премьер-министра, значилась Центральная городская больница и ее детское отделение. Там Салават Талгатович пробыл достаточно большое время. Он отметил, что в целом по стране и в нашем регионе в частности идет спад рождаемости. Она не зависит на 100% только от медработников, и в то же время от них зависит здоровье будущих мам. Как госслужащему, курирующему направление здравоохранения, ему важно было лично посмотреть на условия, созданные для людей в Сибае. Могу сказать, что условия для проведения медицинского обслуживания в Сибае, учитывая, что Сибайская больница на второго уровня, она тоже все за Урале, очень достойные. Вот сегодня и новое оборудование ставится, да, там МРТ ставится. Если раньше на эту процедуру в Магнитогорск надо было ездить, то буквально там через неделю-две уже это заработает опять-таки для сибайцев и для всех остальных жителей Зауралья. И это, конечно, поможет для сохранения здоровья. Но при этом, при всем, хочется заметить, и, наверное, обращаясь прежде всего к жителям города, что о здоровье в первую очередь не врачи заботятся, а о здоровье каждый должен заботиться о себе сам. А врачи, они должны помогать поддерживать это здоровье. Но в целом, еще раз говорю, та инфраструктура, которую я сегодня увидел, есть вопросы, есть небольшие, я бы не назвал это проблемами, есть вопросы, которые необходимо решать, и мы в ближайшее время, я думаю, силами Минздрава поможем, и некоторые там моменты подкорректируем. А в целом, больничный комплекс, в целом, конечно, оставляет очень положительное впечатление. В зоне внимания заместителя премьер-министра оказались и учебные заведения города. Салават Талгатович посетил педагогические и многопрофильные колледжи. В последнем его ознакомили с выставкой работ, подготовленных студентами с МПК, картинами из яшмы. Как отметил директор учебного заведения Лундеш Баймуратов, их преимущество в тесной связи с производством. Почетному гостю были продемонстрированы кабинет технической механики и маркшейтерского дела, лаборатория электрооборудования и электроснабжения, слесарно-механическая мастерская, мини-копия настоящей обогатительной фабрики, уникальная выставка окаменевших останков древних ящеров и моллюсков, которые сотрудники учебного заведения нашли буквально недавно в 40 километрах от Акьяра.
Помимо этого еще много различных станков и оборудования. Процесс обучения в колледже устроен таким образом, чтобы, выйдя из стен колледжа, ребята могли сразу приступить к работе, без дополнительной практики. Сегодня не хватает рабочих рук. Вот этот колледж дает профессию. То же самое могу сказать про педагогический колледж. Там тоже хороших много начинаний, но там может быть чуть на вид не очень интересно. Там, да, здесь вот станки, камни, обработка камней, а там обработка душ. Там может быть и сложнее, потому что готовить педагогов – это очень большая ответственность, ибо сегодняшний студент завтра уже нашим детям будет давать знания, и не столько знания, давать основы жизни будет давать. Особенно касается это выпускников колледжа, которые идут работать в начальные классы. Показатели хорошие у того и другого колледжа, и перспективы, что самое главное. Сегодня в республике у нас 78 среднеспециальных учебных заведений. Когда-то было, может, чуть больше, но мы сейчас смотрим, где-то объединяем, и в Сибае было объединение произошло. Я думаю, вот с объединениями уже хватит, что называется, да. А вот те колледжи, которые сегодня функционируют, медицинский колледж, да, необходимейшие профессии сегодня в Сибае ваши вот учебные заведения дают, и это очень важно. Отдельным пунктом в списке маршрута значился Сибайский институт Башкирского государственного университета. Как известно, за последние годы его наполняемость студентами значительно спала. В связи с этим прошли и массовые сокращения сотрудников. Похожая ситуация наблюдалась в филиалах Уфимского авиационного технического университета в Нефтекамске и Туймазах. В итоге принято решение закрыть эти филиалы. Как отметил Салават Талгатович, сегодня все усилия направлены на то, чтобы не допустить подобной ситуации в Сибае. Есть вопросы по дальнейшему развитию Сибайского филиала Башгосуниверситета. Не все и сегодня мне, наверное, понятно. Но в целом, опять-таки, мы прекрасно понимаем, что Сибайский филиал БГУ – это не столько для города, а сколько для всего Зауралья. Это единственный центр для получения высшего образования. И опять же таки, поручение главы республики есть – сохранить этот колледж, этот филиал и в дальнейшем его развивать. Мы сейчас несколько вариантов развития Сибайского филиала БГУ рассматриваем. Я думаю, в течение 3-4 месяцев мы сможем прийти к какому-то одному, для того, чтобы никто не пострадал. Для меня самое главное, чтобы дети, которые учатся либо в колледже, либо в институте, либо в университете, чтобы они, окончив это заведение, получили квалифицированные знания, получили профессию и нашли работу по специальности. Не работали в торговых залах менеджерами там или еще где-то, а вот на то, за что они затратили время, 4 года учебы, чтобы даром не прошли. Вот это, наверное, самое главное. За несколько часов пребывания в Сибае заместитель премьер-министра успел познакомиться и с самим городом, и его жителями. Салават Талгатович признался, что впервые находится в Сибае. Если говорить о городе Сибае, недаром, наверное, называется столицей Зауралья, это действительно так оно и есть. Здесь приятно действительно проехаться, видно, что ухоженный город. Самое главное, традиционно для нашей республики, это все отмечают, и Сибай здесь не исключение. Очень добрые люди, Аллах шикар, да, что называется. Поэтому мне хочется, на самом деле, пожелать всем сибайцам здоровья, добрых дел и всего самого наилучшего. Лена Кириллова, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова для службы новостей.